Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В Ашхабаде ожидается минусовая температура. Рашид Мередов встретился в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым. Туркменские студентки стали победителями конкурса Spelling Bee и другие новости. На следующей неделе в столице Туркменистана ожидается первый снег наступившей календарной зимы и температура ниже 0 градусов. На этой неделе в Ашхабаде особенно похолодает 6 декабря. Температура снизится с плюс 22 градусов во вторник до плюс 13 в среду. Затем ожидается постепенное похолодание до минусовой температуры. Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым. Мередов прибыл в Россию для участия в предстоящей встрече министров иностранных дел прикаспийских стран. С Лавровым он обсудил актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе взаимодействие на международных площадках и график предстоящих контактов. Отдельное внимание стороны уделили взаимодействию в реализации образовательных и культурных проектов. Второй год подряд туркменские студенты становятся победителями конкурса для стран Центральной Азии Spelling Bee. Отборочные этапы конкурса проводились в каждой из стран Центральной Азии. Финалисты отборочных туров встретились на региональном конкурсе в Душанбе, где студенты из Туркменистана повторили свой прошлогодний успех, заняв первые и вторые места в конкурсе. Журналисты из Туркменистана принимают участие в 5-м Всемирном медиафоруме, который открылся в китайском городе Гуанчжоу. Церемония открытия форума собрала представителей и руководителей из правительства КНР, структур ООН и средств массовой информации более чем из 100 стран мира. В выступлениях делегатов отмечалась важность развития отношений между медиа, а также затрагивались другие значимые вопросы. Подчеркивалась особая роль СМИ в содействии возможностям развития личности, укрепления доверия во взаимоотношениях ради сохранения стабильности и безопасности в мире. Работа на площадках форума продлится до 8 декабря. На едином портале госуслуг Туркменистана действует специальный раздел «Портал онлайн-услуг города Аркадак». С его помощью жители нового умного города легко могут заплатить за связь и коммунальные услуги. В настоящий момент через сайт принимается оплата за использованную жителям города Аркадак электроэнергию, природный газ и трубопроводную воду. Можно оплатить услуги интернета и домашнего телефона от Туркментелеком, а также подписку на спутниковое телевидение Алем ТВ. Для перечисления средств пользователям нужна банковская карта, работающая в системе Алтынасыр с подключенной услугой СМС-оповещений. Телеканал ТНТ опубликовал первый официальный трейлер сериала «Букины», который является продолжением популярного ситкома «Счастливы вместе». В трейлере можно увидеть всех членов семейства Букиных. Действие сериала будет происходить спустя 10 лет после их последнего появления на экране. Ученые из Гарвардского университета обнаружили, что мужчины действительно тяжелее переносят простуду и грипп, чем женщины. Это связано с различиями в их иммунных системах. В результате мужчины испытывают более сильные симптомы простуды и дольше восстанавливаются. Туркменский дзюдоист Хеким Агамамедов завоевал бронзовую медаль на завершившемся в столице Японии турнире серии «Большого шлема». Двухдневный турнир собрал 506 спортсменов из 84 стран, которые оспаривали 14 комплектов медалей в 7 мужских и 7 женских весовых категориях. 24-летний Хеким Агамамедов стал бронзовым призером в весовой категории до 66 килограммов. Туркменские дзюдоисты никогда не поднимались на пьедестал почета в престижных соревнованиях «Большого шлема». Ранее наилучшим результатом на таких турнирах было 5-е место в 2014 году Гульбадан Бабамурадовой. Накануне матча с Аляйном в 6-м туре Лиги чемпионов АФК главный тренер Ахала Сердар Гельбиев отметил, что его команда хочет показать хороший футбол и добиться положительного результата. Он добавил, что все игроки готовы на 100%. Матч между Ахалом и Аляйном состоится на стадионе Ашхабад. Игра начнется в 19:00. Встречу группы А в прямом эфире покажет телеканал «Туркменистан Спорт». На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.